Ассалам алейкум сахамсыр бусул вежери нохчи галгай. Ассалам алейкум сахамсыр цицель вежери галгай нохчи. В 2009 году я работал в Краснодаре и встретил там свою одноклассницу. Мы учились в Грозном, в одном классе, она русская по национальности. Мы иногда общались с ней в соцсети «Одноклассники», но визуально не виделись более 25 лет. Я работал в Москве, она в начале Второй Чеченской войны уехала из Грозного в Краснодар, и вот, общаясь в соцсетях и узнав, что я в Краснодаре, одним словом, мы решили встретиться. Она пришла с мамой и детьми, ее муж погиб в Грозном во время бомбежки. Встретились как близкие родственники, естественно, расспросы про житье-бытье, о том, что проклятая война разбросала нас по всему миру. Дальше свой рассказ продолжу от первого лица. Я с детьми и мамой после того, как муж погиб, уехала из Грозного в Краснодар. Он был мне более-менее знаком, училась в Краснодаре в медицинском вузе, из имущества с собой 0, денег считанные копейки, и очень холодно встретило нас местное население. Я дней 10 не могла снять квартиру. Нам давали отворот-поворот со словами: «Мы чеченцам квартиру не сдаем». С большим трудом сняла комнату в общежитии, платила за нее как за квартиру, и при этом каждый день выслушивала кучу гадостей в свой адрес. Типа: «Вы там в Чечне перестали быть русскими, сидели бы у себя. Зачем приперлись?» и так далее и тому подобное. Я с высшим медицинским образованием и опытом работы, а я в Грозном работала главврачом, не могла устроиться на работу. Не то что врачом или медсестрой, даже санитаркой не брали. И не потому что не нуждались. Прописка Грозный, и все. Разговор окончен. Деньги кончились через 2 месяца. Кушать нечего, дети в школу не ходят. И самое страшное, через неделю платить за комнату, где я и так на птичьих правах. Вечером в газете прочла объявление, что в больнице требуется медсестра, и решила поехать, попробовать устроиться туда на работу. Правда, без всякой надежды, но все-таки. Утром собралась. Денег нет даже на маршрутку, и чтобы дети и мама не видели моих слез, вышла из общаги и побрела в сторону остановки. Иду и плачу. Села в маршрутку без копейки денег в кармане, и поперлась в другой конец города. Остановка больницы была предпоследняя, и я решила, что доеду до конца маршрута, и когда все выйдут с маршрутки, скажу водителю, что у меня нет денег, и что я потом ему их отдам, мол, забыла кошелек дома. И вот конец маршрута. Все вышли, а я сижу и не могу встать, мне стыдно. Водитель посмотрел на меня и говорит: «Женщина, конечная». И я выпалила: «Извините, у меня нет денег, я беженка». Он посмотрел на меня и спросил: «Беженка? Откуда?» Я говорю: «С Грозного». После этих слов, лицо водителя расплылось в улыбке, и он говорит: «Я тоже грозненец». Он пересел со своего водительского места в салон, и, увидев мое заплаканное лицо, молча взял меня под руку, вывел из маршрутки, и мы зашли в кофе через дорогу. Сели за стол, он заказал кофе и десерт, и только потом спросил, что случилось. Меня и понесло. Все ему рассказала как есть. Он меня выслушал молча, залез в карман, вытащил все деньги из кошелька и отдал мне. У меня в горле пересохло, от стыда, что я беру деньги у незнакомого мне человека. Я только и смогла пробубнить, что обязательно отдам. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо, хорошо, отдашь, когда у тебя будет 1 000 000». Мы вышли из кафе, он посадил меня в маршрутку и отвез на одну остановку назад. Вышел из машины и сунул мне в карман еще и всю выручку. Я снова заплакала. Мы обнялись, и он уехал. Я не знаю, кто он, не знаю его фамилию, не знаю, где он живет в Краснодаре. Я ему толком и спасибо не сказала, только знаю, что он с Грозного, он чеченец, и зовут его Муса. Я побрела в сторону больницы, зашла в отдел кадров, и в отеле кадров встретила главврача больницы. Им оказался мой бывший однокурсник. В общем, меня взяли на работу, и не медсестрой, а врачом. Я не верила своему счастью. Бегом до остановки, быстрее доехать домой, обрадовать маму и детей. Мага, это Муса, это он, это его заслуга, это его чистое сердце, другого объяснения нет. Это он мне принес удачу. На следующий день я вышла на работу, а вечером, после работы, ждала Мусу на остановке, чтобы обрадовать его, сказать ему спасибо. Я для себя решила, что буду благодарна ему всю жизнь. Одна маршрутка, вторая, третья, еще и еще, а его нет и нет. Подошла к водителю очередной маршрутки и спросила, знает ли он Мусу и почему его нет на маршруте. Он мне сказал, что он просто работал на подмене, и где его искать он не знает. Прошла неделя. На работу-то я вышла, а зарплата еще не скоро,
а нам надо съехать с комнаты, так как платить нечем. Сидим с мамой и думаем, где на каком вокзале нам жить до зарплаты. Дальше как в кино. Стук в дверь. Ну, думаю, выселять пришли. Открываю, на пороге Муса и с ним еще 2 наших земляка. И он говорит: мы за вами, собирайтесь, мы сняли для вас квартиру. Я хотела сказать: Муса, какая квартира, нас с общаги выселяют. Но он, опередив меня: давай без разговоров. Квартира уже оплачена за 2 месяца вперед. И при этом, улыбаясь, добавил: мы ведь с тобой договорились, когда будет у тебя 1 миллион, отдашь. Собрали наши более чем скромные пожитки, погрузили нас в тот же микроавтобус и отвезли на квартиру. Мага, если бы ты видел меня и мою маму в эту минуту. Как мы шли по общаге с гордо поднятой головой. Как я бросила ключи коменданту со словами: мои земляки-чеченцы сняли для нас квартиру. Мы переезжаем. Дальше у нас все пошло как по маслу. Дети пошли в школу, оформили маме пенсию и так далее. Я и моя семья до конца своих дней будем благодарны этому человеку. Мои дети будут ему благодарны. Где бы я ни была, с кем бы я ни встречалась, я везде говорю и буду говорить, что я русская, полжизни прожившая в Чечне, нашла своих родственников-чеченцев в Краснодаре, среди чужих мне русских. Я хочу сказать Мусе: Аллах риас халхун, вайси халдах кат'a, вай эздил дахи кат'a, Аллаху си долтха, хаму балкона иш мубулбын. Спасибо, если дочитали, дожил до седых волос, а кратко излагать не научился. Заканчивает свой комментарий наш брат Магомед Далаков из Тейпа-Бековых. Под этот комментарий несколько человек оставили тоже свои комментарии. А мирный свой человек пишет: вот это и есть войнахи. Пусть Всевышний благословит именно таких людей. Муса Ахтаев пишет: это самый лучший, самый добрый комментарий с хорошей оконцовкой. И такие комментарии можно читать хоть каждый день. Баркаллах за это. И дальше Муса пишет: Аллах риас халхан Муса, и за твой канал. Подписчик под ником Зов Предков пишет: Валлахи, Баллахи, очень тронул меня этот рассказ, хотя не сомневаюсь, что настоящие войнахи способны на такое. Подписчик Диларам пишет: Мага рассказал в своем комментарии о человечности чеченцев, которые помогли своей землячке в трудные для нее дни. Доброта Мусы и его земляков, их милосердие, безвозмездная помощь, достойны восхищения и похвал. Это наставление для молодежи всех народов – оказать помощь неимущим, обездоленным. Вот такие отзывы были на этот комментарий, и вот такой комментарий от нашего брата Магомеда. От себя что я хочу добавить? Первое. Мамад Аллах риас халхан дал диакл волха. Ну и, конечно, в адрес своего тезки Мусы хочу сказать: Муса Аллах сидах кутха. Муса риас халхан дал диакл волха. Хикуна халардахи кат абеда аскерст вали бусул вали мачавай дали маллах марвен духал нисца волрах игги халхвай бусул дольк хайта дезвай вашт хайта дез наха хайта дез вайвайна дольги эсцака дез цедеш хал дезвай вежери. Аллах риас хал Масарышта яхилш кейш наха оналашт Аллах риас хал масарышта южерышт вежерышта дал сидах кутшана. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас, дорогие мои братья и сестры, за ваши добрые отзывы о канале, о нашей работе, за ваши добрые пожелания, за ваши добрые слова, лично в мой адрес, в адрес нашего канала. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы есть. Храни вас Всевышний. Аллах риас халшан. Пусть Всевышний дарует вам свою милость в обеих мирах. Пусть будет с вами довольство Всевышнего в обеих мирах. Я желаю вам, искренне желаю всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира нам всем и благополучия. Храни вас Всевышний. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.